Кстати, да, по напечатанном мною про Удимуллу статью я исправил. Вначале там просто вы должны понимать Удимулла Шихла, Ца Удимулла Шуоно Хла, это тот как раз таки, который я опубликовал, я исправил. Шуоно, Ца Удимулла Гуардло Хла. Гуардло, он относился к алимам, имеется в виду религиозной деятельностью только занимался, а Удимулла Шону он был и воином, и алимом. Я немножко перепутал, поэтому сразу исправил свою оплошность. Во время Ичкеринского сражения одним из больше всего, которые положили своих сынов из ногчи народа, это был Тайп Шоной, Бейной, вот в Ичкеринском сражении. Шона он положение сега. А Шуной непосредственно связаны с Грузией. Суаны, Шуаны, вот эта область, Суанети и Шуной, я над этим пока мы работаем, я много говорил с разными представителями, вполне вероятно, косвенных доказательств там немало, что шуноевцы, что от Тейпа Шуной и пошли Суаны. Есть такая версия, гипотеза. Но насколько она достоверна и насколько это так, надо посмотреть и надо до логического ума. У меня материалов много по этому вопросу, там чуть ли не доказывается. Но опять же, это доказательство на уровне в основном нашего представительства. И говорили некоторыми грузинами, ездили на собрание сванов. И эту версию предоставили в Грузии, там, когда собирались сваны. Посмотрим, что из этого сложится, у кого будет достаточно доказательной базы. Опять же, мы не утверждаем, но мы знаем, что у сванов есть много общего с нашим народом. И насколько вот этим соединяющим звеном является Шуной, будет, посмотрим, опять же, надо проверить. Но то, что представители именно Тайпа Шуона являются непосредственно одними из первых, являлись из знати Аланского царства, это однозначно. Это однозначно, это показали ДНК, найденные захоронения. Башлам Шуной, Шуани, Шуан. Суан. Шуаной, Шуани, Суан, это все считается одним. По крайней мере, так много, как говорится, косвенных доказательств. Но над этим надо работать. Ничего просто так не бывает, а у меня не всегда, я не ко всему успеваю. Наши предки говорили, 4 народа, которые проживают в Грузии, являются самыми близкими к чеченцам. Но старейшины чеченские говорили, что они произошли от нас, что они были чеченцами и так далее и тому подобное. Пшавы, хивсуры, сваны и тушины. Но есть такая вот версия, вы можете в многих местах. Я не говорю, что это. Но сегодня при сдаче ДНК, особенно части, которые с нами граничат, тушинцы, бацбийцы, там, допустим, хивсуры, сваны, когда при сдаче ДНК показывают, что они близкие родственны нам по ДНК. Сегодня мы не говорим, что они чеченцы. Они являются сегодня непосредственно грузинами, являются и сваны, являются и тушины, являются и все остальные. Валикум салам. Но я хочу, чтобы вы понимали, не забывайте, касаемо сванов, я Осману задал вопрос, мы рассуждали. Есть очень сильная версия, я разговаривал с представителем этого тейпа, Шуной тейп. Букву Ш, насколько я знаю, Ш или произношение, но факт, я вам коротко ознакомлю, что у сванов, сваны, шуаной, суаной, это одно и то же, что считается, что это часть наших людей, которые переселились и дальше и далее начали называться, и начали их называть отдельно сванами. И башенная культура совпадения очень сильно с нашими. Раз. Во-вторых, языковое. Когда я Осману сказал, а правда ли, что у сванов очень много слов, имеющие основу и перевод полностью такую же, смысловую нагрузку имеет такую же, как и у ногчи народа, он засомневался в этом. Потом мы как раз таки через день или 2 дня он связался со мной, Осман Дейрес Хейлсон, он связался со своим другом Сваном,
поговорил, оказалось, и то, что мне Осман сказал, из того, что он нашел 200 слов, сванских 200 слов и нахчийских 200 слов, полностью идентичны, один в один. Есть и тот представитель Шоно, он живет в Минкай-Люцунце, он мне много рассказывал, что Шоной и Суаны это одно и то же, просто они на грузинский лад называют их Суанами. Суаны, Шуано это одно и то же, по его утверждению. Шуани олсон, Шуаной олвы. Это чисто нохчета ибдует. Интересно и другое. Научный сайт genophond.rf сообщает, митохондриальная ДНК сванов показывает близкое родство сванов с кабардинцами и северными осетинами. Y-хромосомная картина популяции сванов показывает наличие общих предков или интенсивный генетический обмен между сванами, южными осетинами и абхазами. Несмотря на то, что эти популяции принадлежат к 3 разным языковым семьям. Источник сайт genophond.rf, генетический портрет сванов на фоне народов Южного Кавказа. Таким образом, гипотетически можно допустить, что сваны и осетины могут быть грузинизированными и иранизированными потомками чеченцев Шуоной.